Китайские официальные лица подчеркнули важность распространения в Восточном Туркестане китайского национального самосознания и дальнейшего усиления зарубежной пропаганды. Секретарь парткома Уйгурского автономного района Ма Шинжуй 25 декабря провел в Урумчи рабочую конференцию по идеологическому и культурному продвижению и дал указания о том, как решительно продвигать идеологическую и культурную деятельность в уйгурском регионе в новом году. Согласно отчету, Ма Шинжуй сосредоточился на усилении внешней пропагандистской деятельности, заявив: «Мы должны взять на себя инициативу в иностранной пропаганде и общественном мнении в Синьцзяне. Необходимо усиливать последовательность тем, проявлять инициативу и расширять каналы коммуникации. Китайское правительство усиливает репрессии против уйгуров с 2017 года, проводит массовые аресты, заключая миллионы людей в лагеря. Эти действия были названы геноцидом правительством США и парламентами Канады, Нидерландов и Франции». Однако известно, что в последние годы китайские власти значительно активизировали свою пропагандистскую деятельность, направленную на защиту себя за рубежом, прибегая для этого к различным методам. Стало известно, что китайская администрация создаст частную военную компанию для защиты своих активов и капиталов за рубежом. Как сообщает базирующаяся в Гонконге газета South China Morning Post 25 декабря 2023 года, Китай создает собственную частную военную компанию для обеспечения безопасности своих проектов в разных уголках мира. Регионами, где Китай создаст частную военную компанию, названы Западная Азия, Африка и Латинская Америка. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал решительно предотвратить любое отделение острова Тайвань от Китая. Администрация Пекина считает Тайвань, имеющий демократическую форму правления, своей территорией и утверждает, что остров является частью Китая. Кроме того, в последнее время Пекин усилил свое военное и политическое давление, чтобы поддержать претензии на суверенитет над островом. Выступая на симпозиуме, посвященном 130-летию со дня рождения Мао Цзэдуна, лидера-основателя Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин сказал, что существует непреодолимая тенденция к воссоединению Родины. Национальная служба общественной безопасности Китая закрыла 34 тысячи аккаунтов в социальных сетях под предлогом предотвращения разжигания ненависти в интернете. По сообщениям китайских СМИ, китайский режим запустил так называемое движение борьбы со слухами в интернете в апреле этого года, а службы общественной безопасности Китая, решившие усилить давление в этом процессе, объявили о закрытии 34 тысяч аккаунтов в социальных сетях и наказание 6300 человек, установив 2024 год как год действий против онлайн-слухов. Кремль опроверг сообщение о том, что президент Владимир Путин болен, и назвал слухи о том, что он использовал дублера для появления на публике, смехотворными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные СМИ распространили необоснованные слухи о том, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, назвав это черной пропагандой. Министерство здравоохранения Газы объявило, что число палестинцев, убитых в результате израильских атак 7 октября, увеличилось на 195 за последние 24 часа до 21 110 человек.